Isen misiniz? İster misiniz? Удалось ли разобраться с послелогами? Azgına. Мында. Öğrenemiz. В общем, да, ну и Дэвид должен обязательно добавить что-то к этому. Абу. Бу. Ну что ж, это начало уже задушевного разговора. Так все и начинается. Вот, мы на последнем занятии остановились на таком замечательном слове, как «монда», которое означает «и здесь, и сюда». Это одно из тех слов, которые на слуху. То есть на любом языке вот фраза «иди сюда», она всегда входит вот буквально в десяток самых популярных. То есть люди постоянно кому-то говорят «иди сюда». Может быть, потом об этом жалеют, но тем не менее, Но тогда говорят, иди отсюда сразу. опять-таки. У нас еще Так вот, меняют местами эти два слова. Сюда иди. значит, вот это здесь используется форма повелительного наклонения глагола «приходить». Но еще интересно это слово вот чем. Монда представляет из себя еще один падеж. Падеж такой называется, который говорит нам о времени и о месте действия. И вот каким образом он выглядит. Опять у нас появляется 4 варианта. 2 твердых, 2 мягких. Сначала посмотрим, как выглядят эти окончания, а потом приведем с ними примеры. Твердое окончание в звонком и глухом варианте «да» и «та». Мягкие окончания в звонком и глухом варианте «д» и «т». Примеры. Вот мы говорили, как звучит фраза «я иду на работу». Винтичка, барам. Да, вот у нас «ке» – это было окончание, которое указывало на направление, на работу. Вот если мы возьмем то же самое слово «работа», а как мы скажем «на работе»? Min işte. Да, то есть мы выбираем что? Глухой вариант, потому что «ш» – это глухой звук. Соответственно, получается «эште». И чтобы сказать «я на работе», как это будет, Сергей? Мин. Эште. И все. Min işte uturam. Ну, если я сижу, да. Но не все же на работе сидят. Я работаю на работе. Мин эште. Эмин Мин Толстой. эште эшлер. Эшлим. А как сказать, я на работе не сижу? А как сидеть? Значит, корень у нас Утармим. утр. Утр. Вот если в утвердительной форме я сижу утром, то как это будет выглядеть в отрицательной форме? Не сижу. Утармим. Да, то есть мы берем вот этот, отсекаем окончание, и вместо этого, что у нас получается? Утрмым. Значит, еще раз, как сказать, я на работе не сижу, я работаю. Мин эште утырмым. Мин эште эшлим. Это похвальное заявление, тем более совершенно правильно. Вот мы говорили, что я иду домой, как будет? Барам и ге. Да, значит, у нас ге была. А если я дома? Я нахожусь дома. Үйде. Öyle. Простите, дом это эй? Öy. Ой. Öyle. Min öyle. Я дома. А как сказать, я в Казани? Min kazanda. Да. Потому что добавляем, потому что окончание, корень твердый, казан, казанда.
Но это ведь, эта форма, этот падеж относится не только к месту, но и ко времени. Вот, например, у нас есть слово «wakit» – время. Ну, допустим, вот свободное время – это «буш wakit». Как сказать «в свободное время»? Эльза, как мы Буш скажем? Буш вакытта. Ну, что-то делаю, да. То есть, вот, чтобы сказать «wakit», в этом падеже мы добавляем, так как основа здесь твердая, добавляем твердое окончание, начинающееся с глухого звука «т». «Wakit». То есть в свободное время «буш wakit». А как сказать «у меня есть свободное время»? Минем, буш вакетым, бар. Отлично. То есть вот каким образом мы проиллюстрировали 4 возможных варианта использования этого падежного окончания, которое, в отличие от русского, где четко разделяются обстоятельства времени и места, это та же самая форма, которая имеет отношение и ко времени, и к месту. Дмитрий, а у меня вопрос. Вот Сергей сказал «минем». А неправильно ли сказать «мин буш вакытым бар»? Вакатем обязательно. Но помните, каким образом мы переводим конструкцию «у меня есть»? Мин – это я. С притяжательной формой. То есть когда да. мы тогда обращаемся, что это конкретно мое. Да. То есть, То есть да. неправильно сказать, что просто я имею свободное Нет. время. Вот глагола «иметь» нет как такового. Точно так же, как по-русски, мы тоже редко используем «иметь», мы говорим «у меня есть». Почему не минде? Да. Потому что это не передает форму обладания. Обладание – это особый смысл, особое значение, которое... Я обладаю временем, да? Вот я обладаю временем, а Да, не просто... да. То есть буквально это звучит как «мое время есть». Поэтому правильно сказать «минем буш да. вакытым Минем буш вакытым. бар». Да. Это и место, и время. И, соответственно, должно существовать какое-то вопросительное слово. Вот когда мы говорили о направлении и спрашивали, куда ты идешь, как Эдуард звучит? Синкая барасом. Да. А как мы спросим, ты где? Здесь уже, Син кайда? да, здесь уже нас интересует вопросительное слово, которое означает «где». Хойда. Как вы помните, не используется какой-то глагол-связка, поэтому просто «син хойда». Ты где? Это вопросительное слово. И напоминаю, что когда в вопросительном предложении есть вопросительное слово, то вопросительная вот эта частица «м» в конце уже не ставится. Потому что акцент на конкретной детали, на обстоятельстве времени. То есть, в данном случае место, когда. Еще один момент. Так же, как в русском языке, глагол «быть», который существует, не используется в настоящем времени в качестве связки. То есть мы не говорим «я есть», и по-русски не говорим, и по-татарски не говорим. Глагол сам «быть», он существует. Буларга, напомню. Но используется он либо в прошедшем, либо в будущем, то есть описывая ситуацию в будущем времени, в прошедшем, а в настоящем времени он используется в том же смысле, в каком в русском мы используем «бывает». Бывает или не бывает. Соответственно, вот эта форма третьего лица «бывает», как будет звучать? Була. Була, да? А если не бывает? Булми. Булмой. То есть, когда что-то не бывает, это булмой. Отрицательная форма булмой. И в качестве иллюстрации пара пословиц.
Помните, мы говорили, да, что какие-то законченные словосочетания, там, афоризмы, поговорки, они и оживляют речь с одной стороны, а с другой стороны они помогают вот как-то упорядочить понимание концепций, каких-то структур. Значит, вот такая есть пословица. Слово «ел» что означает? Год. Год. А как сказать «в году»? Елда. Да. Угу. Бер елда. Ике йоз. Йоз – это весна. В одном году 2 весны не бывает. Да, а смысл здесь такой, что шанс бывает только один, старайся его не упустить. Второго не будет. Кирилл, прочитайте эту фразу. Бер елда и кияс булмы. Переиграли, по-моему, нет? Нет, ну, кто-то может не согласиться с самой этой идеей, но мы, естественно, приветствуем то, с каким выражением Кирилл это произнес. Наверняка чувствуется здесь личный жизненный опыт сыграл роль. Может быть, даже трагедия. Значит, напомню, да, вот бер ике, 1-2. Ел, основная форма слова год. Естественным образом, раз это звонкий звук и твердый вариант, то у нас нет другого выхода, мы добавляем только «да». Ел «да». Мы можем как-то разобрать эту фразу прям по сути? Да, вот мы этим и занимаемся. Да. Значит, смотрите, вот первые числительные, потом будут другие. 1-2, да. Бер ике. 1-2. Слово «год». Вот его основная форма. Чтобы выбрать правильное падежное окончание, у нас есть 4 варианта. Да, та, де, те. Мы выбираем, во-первых, звонкий из 4 возможных. Звонкий, твердый. Звонкий, твердый – это у нас… Да. Соответственно, в одном году, получается, да? Один год, предлог «в». В одном году. Йоз – это весна. Вспоминаем, что когда у нас используется числительное, то мы не добавляем окончание множественного числа. То есть 2 весны ике йоз. И берем отрицательную форму настоящего времени глагола «быть» буларга. То есть не бывает. Понятно, да? В одном году 2 весны не бывает. То есть второго шанса не будет. Лови момент. И кияс, вот эти 2 слова, они никак не снабжаются ни приставками, ни притягательными окончаниями? Нет, потому что после числительного мы не добавляем форму множественного числа. Точно. На вопрос «койда» мы отвечаем Монда. «зида монда» здесь или там. Таганда. Здесь или сюда это монда, а там или туда онда. Я. Онда – это тоже вариант слова буман, да? Не, онда это там. Это вариант на самом деле. Что они… Да, ул оным. В нем буквально. То есть в этом, в том. Вот если разбираться с этимологией, откуда произошли. Вообще третье лицо единственного числа, и множественно тоже, всегда в любом языке происходит от слова «этот». В русском языке слово «он» – это форма «оный». «Оный» – это тоже вариант слова «этот». Здесь то же самое. А вот таганда – это синоним будет анде? Да, это еще более дальний. Дальше. Да. Вопрос «кая» – это не то же самое «койда»? Это куда? Куда? Это направление. Где, Коя барасын. Куда идешь? Койда. А где ты находишься? Это уже койда. Где? Кая, куда? Так вот, это я не зря написал. Знаете, помните, мы говорили немножко, что помимо того, что мы осваиваем какие-то слова, надо осваивать инструменты, которые нам позволяют самим
образовывать слова. И вот из существительных, из прилагательных, из числительных с помощью окончания «лек» в твердом варианте и «лек» в мягком варианте мы можем образовывать собирательные абстрактные понятия. Вот, например, слово «бер» – это один. А предположите, как может по-татарски звучать слово «единство»? Берлок. Берлек. 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 Бердемлек полагает, что единство. Бердемлек. Берлек. Ага, Берлек. единство. Бер – это один. Добавляем вот это собирательное окончание. Получается берлек – единство. Ну, собственно, для иллюстрации мы запишем еще одну пословицу. Слово «көш» означает «сила». Где единство, там сила. Сила в единстве. Берлек койда көш онда. То есть вопросительное слово, оно и выступает в роли такого связующего звена союза. Там, где единство, там сила. Берлек койда көш онда. А если экелек, например, есть такой экелек? Двойственность, да? Это Раздвоение. нет, по идее, Нет, ну теоретически можно с любым словом даже образовать. это будет двойственность или это будет Двоичность. двоичность, да? Дуальность. Да, нет, но есть более распространенные слова, вот попробуем образовать. Эшлек. Скажем, слово «друг» – это «дус». Как будет «дружба»? Дуслок. Дуслок. Это я знаю со школы. Или, например, слово «богатый» – «бай». А как будет «богатство»? Байлох. А когда мы прощаемся, то мы говорим какое слово? Да, вот первая часть из этого – это «сау». Да? Это что? Это здорово. А здоровье, соответственно, будет? Салок. Да. Вот оно как. И это не только от прилагательных. Хорошо, Дмитрий, а вы смотрите, хата, ошибка. Тогда получается ошибочный хаталог? Нет, это хата – это уже ошибка, это существительное. Сейчас мы говорим о том, как от здесь прилагательных. Но, понимаете, теоретически можно от любого слова образовать, так же, как в русском языке. Правда, не все они используются, не все они одинаково часто используются. Но дус это существительное. Существительное. Дус – это существительное, да. Теоретически от любого, так же, как в русском языке. Интересно, хаталог. Возьмите там слово «стол», и от него можно образовать там, что угодно. Просто это не значит, что так говорят и это используют. Но есть достаточно частые возникающие вот эти варианты. Ну, например, слово «человек» как будет? Кеша. Отсюда можно образовать человечество. Кешалок. Да. Кошелек? Кошелек. Кошелек. Близко. Вот. Но, конечно, не всегда, не везде, не со всеми словами, но это просто общий принцип, как образуют слова. А другой принцип, что когда мы от существительного можем образовать прилагательное, то есть то, что обладает каким-то качеством. Вот, например, «көш» – это сила, а сильный вот, Кышлек. «көшле». Вот это «лек», «лек» – это для образования существительного из других слов. А чтобы от существительного образовать прилагательное, мы пользуемся вот таким окончанием «ле». Таких тоже достаточно много, мы их еще встретим немало. Скажем, там солнце, кояша, кояшлы – это солнечный.
Это я говорю для того, чтобы проиллюстрировать такую очень важную мысль. Учение слов – это очень важная, полезная вещь. Но не менее важно понимать, как ты сам можешь попытаться самостоятельно образовать какие-то формы, которые не всегда, не со всеми словами, конечно, все происходит, но это полезно. Во всяком случае, даже не зная заранее этого слова, вы можете угадать, если слышите его или читаете в тексте. Увидев вот эти окончания, вы смотрите на корень и понимаете, откуда это могло произойти. На этом заканчиваем наше очередное занятие. Сау Балагас. Сау.